В сегодняшнем видео мы расскажем о сложном положении таджикских мигрантов. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как живут мигранты, которым не посчастливилось работать в России. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы быть в курсе о всех новинках на нашем канале. А также подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал. Ссылка на него будет в описании под этим видео. Далеко за примером ходить не стоит, нужно лишь рассказать историю, которых и так много. Единственный мужчина в семье, в 21 год он поехал в Россию на заработки. Без диплома, без документов и опыта. Стоял на рынке, откуда их забирали на разного рода работы. Но так продолжилось недолго, его задержали и выдворили, поставив печать о запрете на въезд сроком на 5 лет. У меня не было патента, потому что не было денег. Я планировал заработать немного, а потом получить патент, рассказывает он. По возвращению из России Бахтиер также продолжает работать разнорабочим. Он и еще сотни таких же предлагают свои услуги на стихийных рынках подденных рабочих в Душанбе. Устроиться на нормальную постоянную работу в Таджикистане очень сложно, потому и приходится переживаться тем, что есть. В день зарабатываем по 80-100 самони, а в некоторые дни вообще ничего. Я из Васильского района, и такая сумма не покроет даже дорогу домой, поэтому месяц работаю, остаюсь здесь в Душанбе, коплю самон 1000-1500 и еду домой. Эти деньги уходят на продукты первой необходимости, рассказывает он. С момента выдворения Бахтиера из России прошло 4 года. До окончания срока запрета на въезд остался еще год. После он снова поедет на заработки. Это одна история, а на самом деле их тысячи. На заработки люди едут из-за того, что им не хватает денег на выживание. Потому неудивительно, что многие из них не могут оплатить патент на работу, а без него депортации не избежать. И для многих это замкнутый круг. Ведь нужно ездить на заработки, чтобы получить хоть немного денег на проживание. А чтобы работать в России, нужно купить патент. Как вы относитесь к такой ситуации? Свои ответы пишите нам в комментарии под этим видео. А ведь так много семей в Таджикистане, которые выживают только за счет членов семьи, работающих в России или других странах. 35-летний житель Хатлонской области Убайдулла, проработав некоторое время в бюджетных учреждениях, решил уйти с государственной службы из-за низкой заработной платы и пополнил десятку безработных членов семьи. На сегодняшний день единственный кормилец в этой многочисленной семье его отец. Но прокормить всех ему очень тяжело, и семья больше полагается на денежные переводы двух братьев Убайдулла, трудовых мигрантов. Оба брата находятся на заработках в России более 10 лет, трудятся на одной из автомоек Москвы. До того дня, когда был введен патент, они отправляли домой каждый месяц по $500-600. Сегодня денежные переводы сократились до $100-200 в месяц. Этих денег едва хватает на питание. На одежду и другие расходы не остается, не говоря уже о том, чтобы откладывать какую-то часть, сказал Убайдулла. По его словам, заработок его братьев зависит от сезона. Это только один пример семей в Таджикистане, живущих за счет доходов своих детей-мигрантов. По различным подсчетам, из-за высокого уровня безработицы и нехватки рабочих мест в Таджикистане, ежегодно в трудовую миграцию в Россию отправляется свыше 1 миллиона таджикистанцев. На этом у нас все. Оцените наше видео подпиской и лайком.